Военно-полевые сборы проводятся среди школьников и студентов в целях военно-патриотического воспитания и совершенствования знаний учащихся в области начальной военной подготовки. В будущем юношам предстоит служить в рядах вооруженных сил страны, и они должны иметь примерное представление об армии. Сборы, они проводятся именно, цель этих сборов – практическая отработка тех теоретических знаний, которые они получили за весь учебный год. И, как говорится, естественно, для воспитания патриотизма, патриотических чувств. Еще одно будет учебное место у нас в этом году – это тир нашего СМПК, то есть техникума, где будут наши ребята отрабатывать стрельбу из малокалиберной винтовки. То есть они должны почувствовать запах пороха, их должно это, как говорится, действительно, чтобы они увидели настоящее боевое оружие. На военно-полевых сборах ведется целенаправленная деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Эти ребята – будущие солдаты и защитники Родины. Работа в рамках военно-полевых сборов организуется совместно с отделом образования администрации города, преподавателями основ безопасности жизнедеятельности школ, отделом военного комиссариата по Сибаю и Хайбулинскому району. Когда-то военно-полевые сборы проводились на лоне природы, но вот уже несколько лет местом проведения становится стадион «Труд», где в течение 4 дней ребята проходят курс молодого бойца. Я участвую тут в военных сборах второй раз, я в деревне участвовал. И, тут дисциплина много, тут разбираем автоматы и бросаем гранаты. Я после окончания колледжа, учебы, хочу пойти в армию, морскую пехоту. В первый день военно-полевых сборов были сформированы взводы и назначены ответственные лица, командиры взводов и их заместители. На каждый день составлены расписание дисциплинарных занятий, во время которых ребят обучают основам боевых действий в обороне и наступлении, тактической подготовке, рукопашному бою, основам медицинской помощи и другому. Вы ложитесь, берете своего товарища поперек туловища, пригибаетесь и начинаете ползти, чтобы вас ненароком не подстрелили. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Военно-полевые сборы – это, конечно, не полное погружение в атмосферу армейской службы. Но, тем не менее, у большинства старшеклассников подобные занятия вызывают неподдельный интерес. По отзывам ребят, сборы проходят очень интересно и познавательно. И потому побывать на них хотят не только школьники и студенты, но даже отслужившие в армии юноши. Я уже заслужил в армии, Республика Абхазия, город Гудаута. Вот это полевые сборы ребятам понадобятся, я думаю, в армии. Здесь много научиться, метание гранат, разборка автомата, строевая подготовка, воинские уставы. До армии я в полевых сборах не участвовал. Вот они сейчас участвуют в полевых военных сборах. Они в армию пойдут, им это воинские уставы, им понадобится в армии, я так думаю. Закрытие военно-полевых сборов состоится в эту пятницу. Тогда же и будет назван взвод, показавший наилучшие результаты. Ринат Музафаров, Данила Либаев, Алик Кадыров, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.